Привет, с вами Скарфа. И Настя. И сегодня мы будем готовить 3 трендовых рецепта из ТикТока. Поехали! У меня нет особых планов, кроме вечеринки с другими Барби с танцевальной постановкой под фирменную песню, так что забегай. Забегу. Лучший день в моей... Для первого рецепта нам понадобится греческий йогурт, клубника и шоколад. Сперва мы начнем резать клубнику на мелкие кусочки, чтобы потом смешать это все с нашим йогуртом. Мы используем замороженную клубнику в количестве 6 штучек. Аккуратненько перекладываем наш йогурт и смешиваем его. После того, как мы перемешали нашу клубнику, нам нужно аккуратно такими столовыми ложечками положить ее на тарелку или можно на доску, куда угодно, в общем, чтобы получились вот такие вот, как сказать, оладушки. Вот. А можно целиком, целым таким пластом наложить и все. И то, что у нас получилось, нам нужно отправить в морозилку на 2 часа. После того, как это заморозится, нам нужно будет окунуть это все дело в шоколад. Ну что, положим это все в морозилку и приступим к следующему рецептику. Смотри, какой интересный рецепт. Это же Барби паста. Чтобы приготовить Барби пасту, нам потребуется свекла. Это что у нас? Молоко. Детское молоко фрутоняня. Головка чеснока. Это у нас творожный сыр. Виола. И, конечно же, сами спагетти. Приступим. Для начала мы должны поставить наши спагетти вариться. Для этого мы предварительно уже подготовили горячую воду, чтобы они сварились. Пока наши спагетти варятся, мы должны вот эти вот все ингредиенты размельчить при помощи блендера. Пока Настя режет свеклу, вы можете спуститься вниз, поставить лайк и подписаться на мой канал. После того, как мы нашу нарезанную свеклу, заранее сваренную, отправили в эту замечательную мисочку, мы добавляем к ней чеснок. Чеснок. После этого нам нужно будет добавить туда что? Творожный сыр. Совсем Правильно. немножечко. Главное, не переборщите, а следуйте точно инструкции, точно рецепту. И тогда у вас все будет замечательно. Затем мы открываем молоко, фрутоняня, помощь маме и нам. И добавляем совсем немножечко. Совсем немножечко добавляем. Осторожно. И это все дело мы перемешиваем, взбиваем, размельчаем. Что-то отошло у него там. Он пахнет горелым. А почему так? Что-то интересное у нас получилось, она прям реально фиолетовая. На вкус острая. Серьезно? Наше второе блюдо готово, а теперь мы переходим к следующему, третьему, завершающему блюду. А ты знал, что из молока и колы можно приготовить очень вкусный и интересный напиток? Впервые об этом слышу. Так давай же проверим. Поехали. Так, открываем нашу баночку колы, хорошо. Ой, как сильно она выстрельнула. И наливаем в наш стаканчик со вкусной точка. Угу, наливаем немного. Потому что остальная часть будет молоком. Вы только представьте, молоко и кола — это же абсолютно разные вещи. Блин, это уже смотрится как-то... Как кофе. Как кофе, кстати, да. Я думаю, что достаточно.
все измерения у нас проходят просто на глаз, поэтому как-то так. Нет, ну это даже на вид выглядит очень странно. Как будто просто кто-то взял и смешал два разных напитка и получил из этого что-то иное. По сути, так и есть. Ну, а пока что наши напиточки будут стоять, мы переходим к нашему первому рецепту, который уже заморозился. Итак, мы растопили наш шоколад на водяной бане, и сейчас мы должны наш шоколад размазать по нашей заготовленной субстанции, которая пролежала в нашей микроволновке, в морозилке уже 2 часа. Осторожненько мажем. Вот не знаю, что получится, но надеюсь, получится что-то вкусное. Потому что клубника с йогуртом, которая помазана шоколадом, должна, по идее, дать очень вкусный вкус. Вот. Готовить в присутствии родителей обязательно. В общем-то, мы намазали наши пласты с йогуртом и клубникой шоколадом. Это и... получилось, конечно, как-то не сильно очень вкусно, но на вкус должно быть очень интересно, знаете. Да. И давайте отправим это еще минут на 15 в морозилку, чтобы шоколад хотя бы остудился. А пока наш десерт отправился в морозилку, вы снова можете поставить лайк, написать комментарий. Можете, кстати, написать в комментарии, что вам больше понравилось, а что не понравилось. Но, скорее всего, такого не будет. Вот, а сейчас давайте, наверное, приступим к дегустированию наших всех блюд. Ну что, теперь мы будем дегустировать наше приготовленное блюдо. Представим, вот это вот у нас, так сказать, спагетти с свекольным соусом, так называемая Барби-паста, которая весьма популярная и трендовая сейчас в наше время. Давайте ее попробуем и скажем свою рецензию на нее. Она выглядит, кстати, очень красиво, Да. прям как реальная Барби. Оп, оп, оп. Что ты скажешь? Опустим тот факт, что оно холодное. Ну, как будто бы не хватает немножко соли. Да, соли не хватает. А так, на самом деле, очень даже ничего. Сам по себе соус просто невероятно вкусный был. Вот, мне зашел. Сюда как будто не хватает вот как раз таки соли. И чуть меньше чеснока нужно добавлять, потому что вкус чеснока прям отдается во Да. рту, и потом запах будет не сильно приятный. Но в целом ставлю этому блюду 8 из 10, наверное. Я, наверное, поставлю 7 из 10. Как-то, ну, на один раз пойдет. Вот. Напиток, который не дает надежды мне сегодня сидеть на унитазе после съемок, но, Ну, ты кстати, пахнет он довольно вкусно. за нас. Как будто ничего такого нет. Напомню, это Кока-Кола, смешанная с молоком. Ну, не так уж и плохо на самом деле. Ну, кстати, не так уж и плохо, но как будто ничего не изменилось. Да, ну как будто бы молоко добавило такой нежности Мгм. Кока-Коле. И как будто бы приятнее на вкус стало. Ну, это очень странный напиток, который Да. получает оценку 6 из 10. Я бы поставила 8 из 10 на самом деле. Следующая на дегустации у нас будет наш самый классный десертик из сладостей. Сладкий очень десерт. Для этого, наверное, мы возьмем отдельные приборы. Отдельные две вилочки. Держи. Так, как нам его кушать? Ну, попробуем. Хорошо, у нас шоколад застыл. Отделим как-нибудь его. Так, я взял чуть побольше, чем надо.
чем влезет мне в рот, но... Мне шоколад в горло залез. Десерт холодный, скажем так, не сильно мне зашел, потому что что-то в этом такое странное присутствует, когда ты кушаешь, грубо говоря, лед с шоколадом. В этом что-то есть, но не знаю. Либо йогурт не до конца застыл, заморозился, либо что-то с шоколадом, но определенно этому десерту я ставлю 4 из 10. Больше я не могу дать этому десерту. А ты как считаешь? А мне на самом деле понравилось. Вот правда, ты подметил, что лучше бы мы немножко еще больше подождали, пока йогурт застынет. И подобрали бы, может быть, другой шоколад. А так мне на самом деле понравилось. В жаркое время года это, мне кажется, очень даже зайдет. Я бы поставила этому 10 из 10 на самом деле. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Скарфа. И Анастасия. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Всем спасибо. Всем пока.